В эфире новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Смотрите в этом выпуске. Искусственно вызывать дожди планируется в ряде районов республики в ближайшие сутки. Ученые-энтомологи рассказали, что еще может стать причиной лесных пожаров в Якутии. Стали известны имена лучших в якутских прыжках-кобах на играх Манчары. Центр «Север», территория устойчивого развития, стал победителем конкурсного отбора межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня 2021 года. 13 проектов различных субъектов России накануне были презентованы губернаторами на заседании Совета научно-образовательных центров. По результатам отбора Центр «Север» попал в число победителей. Благодарю своих коллег, единомышленников и всех, кто поддержал наш проект. Уверен, что в общем сотрудничестве мы добьемся всех поставленных задач, написал глава Якутии Айсен Николаев в своем инстаграм. Научно-образовательный центр «Север» создан в конце 2019 года по инициативе 5 регионов – Сахалина, Камчатки, Магаданской области, Чукотки и Якутии. В результате его работы будут найдены решения мирового уровня в области новой энергетики, устойчивого развития высокотехнологичной экономики, поведения живых организмов на севере и глобальных изменений климата. За месяц работы на тушении пожаров в Якутии на авиатехнике МЧС России воздушными судами Б-200 и Ми-8 было сброшено около 4000 тонн воды. Напомню, самолет-амфибия Б-200 МЧС России работает в республике больше месяца. Он прибыл 6 июня по заявке главы Якутии Айсена Николаева. Также по заявке главы региона на прошлой неделе дополнительно к имеющемуся в распоряжении республики Ми-8 в Якутск были направлены 3 вертолета из других регионов Дальнего Востока. Как сообщили в МЧС, с начала июня самолетом Б-200 и вертолетами Ми-8 было сделано 746 сбросов. Налет воздушных судов составил 173 часа 49 минут. Вылеты совершались в Сунтарский, Усть-Майский, Усть-Алданский, Мирнинский, Нюрбинский, Тампонский и другие районы Якутии. Б-200 постоянно базируется в Мирном, вертолетный парк в Якутске. Искусственно вызывать дожди планируется в ряде районов республики в ближайшие сутки при наличии ресурсной облачности. 10 июля глава республики Айсен Николаев провел выездное заседание комиссии по обеспечению безопасности во время пожароопасного сезона на территории Западной Якутии. Необходимо воспользоваться тем, что на большей части республики, в частности в Западной Якутии, установилась прохладная погода и прошли дожди, приводятся его слова. Айсен Николаев поручил полностью ликвидировать небольшие пожары, а также максимально локализовать большие. Так, в ближайшие сутки самолет Ан-26 для искусственного вызова осадков при наличии ресурсной облачности будет работать в горном районе, в районах Западной Якутии, а затем в Усть-Майском районе. Жители Якутии ищут поддержку сограждан в борьбе с охватившими регион лесными пожарами. На платформе change.org созданы 2 петиции, их подписали уже около 6000 человек. Министерство экологии ранее сообщало, что пожароопасную ситуацию осложняют сухие грозы и жаркая погода. А вот у ученых Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения на этот счет есть еще одна версия. Подробности узнавала Ксения Журавлева. Лесные пожары в Якутии достигли пика. В республике режим ЧС. В некоторых районах 4 и 5 класс опасности. В лес жителям ходить нельзя. Кто бы мог подумать, кроме сухих гроз и жары, причиной такой сложной пожарной обстановки может стать сибирский шелкопряд. Личинки шелкопряда не опасны для людей, но опасны для леса. Когда их много, они полностью объедают деревья. Лишенные листвы и хвои, они быстро усыхают. А сухостой в любой момент может стать причиной возникновения лесного пожара. Сибирский шелкопряд – это гусеницы-вредители. После окукливания обычно в июле появляются бабочки с размахом крыльев до 1 сантиметра. И тогда не так опасны для тайги. Сибирский шелкопряд – постоянный вид энтомофауна наших лиственничников. Обычная его численность вне вспышки – 1-2 гусеницы на несколько деревьев. Но в фазе вспышки численность может достигать 1000 экземпляров на одно дерево. Вспышка запускается при длительной засухе, жарких температурах и низкой активности естественных врагов шелкопряда. Наш сибирский шелкопряд является самым распространенным и прогрессирующим северным подвидом коконопряда хвойного. В борьбе с шелкопрядом помогает авиация. Специалисты распыляют над лесом контактно-кишечный инсектицид клонрин. Для человека и животных он не опасен. Вместе с шелкопрядом выборочно погибают другие виды насекомых – пчелы и осы. Поэтому вблизи населенных пунктов и водохранилищ эту отраву не распыляют.
Будь то пожар, нашествие шелкопряда или любой другой наносимый вред, на восстановление леса потребуется время. На севере это происходит намного дольше, чем на юге. Обновление травы, кустарников или мха происходит достаточно быстро, а вот лишайникам потребуется около 60 лет. Ксения Журавлева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». Тем временем в Якутске из-за дождя коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В автоматическом режиме работают 44 насосные станции. Дополнительно привлечен спецтранспорт для откачки вод с улиц города. Устанавливаются мобильные помпы. По прогнозу синоптиков, дожди в столице будут идти до вечера воскресенья. С 6 утра по поручению главы города Якутска коммунальные службы работают в оперативном порядке по откачке заниженных мест в городском округе города Якутска. Задействована ассенизаторская техника, помпы и насосные станции по перекачке ливневых вод с лотков. Мной был произведен объезд. Ситуацию держим на контроле. Прогноз на данный момент неблагоприятный, но в любой момент все силы городского хозяйства готовы приступить к наращиванию сил и средств. Перейдем к эпидобстановке. На 10 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции. В том числе город Якутск 53 случая, Нерюнгринский район 9, Алданский район 8 случаев, Мирнинский район 6, Вилюйский район 5 случаев, Мегино-Кангаласский 3, Ленский район 2. Единичные случаи заражения выявлены в таких районах, как Верхневилюйский, Жиганский, Намский, Оленёкский, Сунтарский, Тампонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский и Чурапчинский. За сутки лабораториями республики проведено 2852 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего же с начала пандемии обработано 1 212 363 теста. Получили первую вакцинацию 234 094 человека, вторую – 182 130 человек, в том числе 40 628 жителей старше 60 лет. Во время рабочей поездки в Мирнинский район Айсен Николаев провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19. На данный момент в районе зафиксировано 5486 случаев коронавируса. В стационаре Центральной районной больницы находятся 83 больных, из которых 32 человека прибыли из близлежащих районов. Айсен Николаев подчеркнул, что с задачами по выявлению случаев и лечению пациентов местный оперативный штаб и районная больница справляются хорошо. Однако он выразил обеспокоенность темпами вакцинации, которые существенно снизились за последние 2 недели. Тем не менее, план по вакцинации выполнен более чем на 50%. Также на заседании оперативного штаба руководитель республики поручил усилить работу по проверке соблюдения ограничительных мер, в том числе с помощью QR-кодов, подтверждающих получение вакцины от коронавируса. К другим темам. 10 и 11 июля на Малом базаре города Якутска проходит ярмарка пристройства бездомных животных «Счастье в каждый дом». Так, каждый желающий сможет выбрать себе питомца и проконсультироваться с волонтерами по вопросам стерилизации, вакцинации и ухода за домашними животными. Однако, по словам руководителя волонтерского движения «Помоги выжить», чтобы стать хозяином четвероногого, необходимо заключить договор с организацией и пройти собеседование. Каждое пристроенное животное в будущем курируется волонтерами. В целом, ярмарки проходят примерно раз в 4 месяца. Следить за проведением мероприятий можно на официальной странице волонтеров. Очень много забирают щеночков, очень много забирают собак, котят. Да, люди очень охотно. Сегодня немножко погода, не повезло нам с погодой, а так, да, народу очень много приходит. Если вдруг что, мы всегда говорим, что мы заберем обратно, ни в коем случае не выкидывать на улицу. Было несколько случаев, была аллергия, нам возвращали кота, и переезд в другой город, нам возвращали щеночка. Ну, мы забирали, конечно, находили новые, ручки пристраивали. Стали известны имена лучших в якутских прыжках-кобах на играх «Манчары», которые проходят в Бердигистяхе горного района. Среди женщин победила представительница Мегино-Кангаласского района Анна Лыткина, показав результат 19 метров 70 сантиметров. Серебро завоевала Диана Надаська из Якутска с результатом 19 метров 25 сантиметров. Третье место – Любовь Унарова из горного района. Ее результат 18 метров 89 сантиметров. Ну а среди мужчин лучшим стал Андрей Васильев из Татинского района, показав результат 43 метра 9 сантиметров. Второе место занял Эрл Тихонов из Нерубинского района с результатом 40 метров 53 сантиметра. А бронза досталась представителю горного района Каю Адамову. Его результат 39 метров 35 сантиметров.
А общие итоги по 3 видам национальных прыжков выглядят следующим образом. 3-е место занимает представитель команды Северо-Восточного федерального университета Нюргун Сокольников. На 2-м месте Андрей Васильев из Татты. Чемпионом стал Кай Адамов, представляющий Горный Улус. 11 июля завершается чемпионат Европы по футболу 2020. Традиционный праздник спорта из-за пандемии перенесли с прошлого года на этот, но цифры в названии решили не менять. Матчи принимали 11 городов в разных странах. В России игры своими глазами на стадионе «Газпром-Арена» можно было посмотреть в Санкт-Петербурге. Как северная столица встречала гостей, узнаем у Максима Кардозу. Что может быть круче большого футбола на Дворцовой площади? Мы находимся в самом сердце Санкт-Петербурга, а за моей спиной фан-зона Евро-2020. Сейчас там не так много людей, фан-зона открывается только в дни матчей, но можно быть уверенными, что 11 июля во время финала здесь негде будет яблоку упасть. Площадка вмещает в себя 3000 человек, а организаторы уверяют, несмотря на это, все меры безопасности будут соблюдены. Люди сидят, во-первых, вдали друг от друга и соблюдают масочный режим, даже на открытом воздухе. Если вы снимете маску, к вам подойдут волонтеры и попросят ее надеть. Но празднику футбола это никак не мешает. Вот так преображались 3 фан-зоны Петербурга во время знаковых встреч. Про социальную дистанцию, конечно, тут трудно говорить, но болельщики действительно в масках, у них проверяли температуру, а на территории установлены санитайзеры. Несмотря на ограничения, в связи с пандемией, неплохо праздник спорта, я считаю, удался. Были туристы из разных стран, довольно-таки большое количество. Не так, конечно, как на чемпионате мира в 2018 году, но все же, у нас город проснулся после пандемии, абсолютно точно. В Санкт-Петербурге состоялось 7 игр. По данным организаторов, в северную столицу приехали 22 тысячи иностранных болельщиков. И все они создали непередаваемую атмосферу. Вот так шведы развлекались перед матчем. А это уже целый флешмоб от польских болельщиков прямо в метро. А так бельгийцы отмечали победу над Россией. Помогали болельщикам волонтеры. Тысячи добровольцев со всей страны приехали в Петербург, чтобы стать частью Евро-2020. Среди них оказалась и якутянка Лейла Алексеева. Еще год назад она оставила заявку в оргкомитете, прошла конкурс обучения и стала координатором группы волонтеров. Я не ожидала, на самом деле, что будет настолько весело. Вообще я далека от футбола, но вот эта футбольная атмосфера во время матчей, вот эта сплоченность во время матчей с Россией, вот это единство, которое создавалось на наших зонах, очень приятно удивляет. Волонтеры должны знать ответы на все вопросы и всегда протягивать руку помощи, даже в самых необычных ситуациях. Один гость футбольной деревни хочет сделать предложение своей девушке после матча. И в итоге нужно было договариваться с режиссером, как-то устраивать, чтобы он сделал это предложение. Это самое, что, наверное, больше всего запомнилось. Вот, очень мило было. Праздник футбола почти подошел к концу, но этот необычный чемпионат Европы Санкт-Петербург будет вспоминать еще долго. Максим Кардозу, Джур Березкин, Санкт-Петербург. На этом выпуск завершен. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.